Привет, меня зовут Лев, мне 32 года, и я директор компании Telmart. Началось с того, что я родился в Якутске, закончил здесь школу, поступил на ЕТФ, потом отчислился, поступил в ФАИ. Там было все интересно, но потом умер отец и нужны были деньги. Пришлось устроиться на работу, в то время я интересовался сильно компьютерами, и пошел работать в компанию «Виртуальный мир» кладовщиком. Я оказался в компании Телефон.ру, потому что хотелось расти дальше. Туда устроился уже на должность продавца-консультанта, но начинал со стажера. Первым делом, что мне поручили, это мыть полы. На продавца я сдался через 2 недели, по-моему, защитился. Через месяц я уже был старшим продавцом на точке. И руководитель, так как был он не местный, он уехал к себе домой на какое-то время. И во время его отсутствия мы каким-то образом сделали наоборот в 10 миллионов. После Телефон.ру я оказался в компании Ноутбук-центр. Я же его и организовывал, и так далее. Управлял, закупал товар. В общем, делал все в этой компании, по сути. Тогда я познакомился со своими конкурентами из Респекта, с Александром Ивановичем Зайцевым и Андреем Смирновым. Мы проконкурировали какое-то время, затем они предложили мне стать руководителем в их новой компании. Изначально я отказался от этого предложения, потому что на тот момент я уже занимался собственным бизнесом по заправке картриджей для принтеров. Андрей Смирнов мне снова позвонил и все-таки предложил прийти руководителем, так как компания за прошедший год не смогла выйти в прибыль. Я согласился. Примерно через 3 месяца мы заработали первый миллион. Дальше начались ценовые войны. Мы начали очень сильно конкурировать с компанией «Хороший тон». Торговали очень часто в минус телефонами. Цены снизились до такого уровня, что все, ниже уже некуда, и рынок не может предложить цены ниже. В этой ситуации нам, чтобы выжить, приходилось рекламироваться, пробовать разные возможности в рекламе. На ощупь мы пришли к пиару. УФАС нам послужил, не кривя душой, могу честно сказать, что УФАС нам помог. Мы судились, если не ошибаюсь, 4 раза с ними. Много лет назад мы мечтали о том, чтобы Telmart была крупной компанией федерального масштаба, но посмотрев на своих конкурентов, такие как Евросеть, Связной, сейчас мы понимаем, что это неверная стратегия, она идет в никуда, ведет к банкротству. Мы будем развивать таланты людей и будем стремиться развивать другую структуру, не похожую на федеральную компанию. Эта структура будет строиться на взаимоотношениях, на взаимовыгоде, на взаимовыручке и, естественно, опять же повторюсь, на развитии талантов людей. Естественно, масштаб у нас идет гораздо больше, чем Якутск, гораздо больше, чем республика. Возможно, даже невозможно, точно за пределы России. Сейчас у нас есть некоторые, у нас есть друзья, которые живут в США, в Китае, в других странах. Они все хотят заниматься бизнесом, и, естественно, мы туда будем заходить, мы будем что-то там предпринимать. Telmart — это, скорее всего, для многих людей это стартовая площадка для того, чтобы, возможно, кто-то из них станет предпринимателем, кто-то станет каким-то хорошим специалистом, тренером по продажам, хорошим финансистом, хорошим программистом, и так далее. То есть направлений для роста у людей много. Shoes.